Всем привет! Сегодня у нас будет обзор бортового журнала авиакомпании Полярные авиалинии. Вот 3 журнальчика таких есть. Они выдаются в салоне самолета для пассажиров. В них авиакомпания о чем-то информирует, значит, своих пассажиров, и дается там какая-то популярная информация об Якутии, об этой авиакомпании и так далее. Но давайте посмотрим. Вот первый журнал у нас май-июнь 2020 года. Видим здесь стерхов, которые взлетают, да? Птица такая, стерх. И первый разворот мы видим приветствие, значит, Семена Винокурова, генерального директора авиакомпании «Полярные авиалинии». Он здесь всех приветствует на борту самолетов и также обращает внимание про COVID, дезинфекцию и так далее. Так, дальше переворачиваем. Ну, это так, содержание, да, мы можем быстро, бегло ознакомиться. Так, здесь что? Предъяви старый авиабилет и получи скидку. Да, то есть вот оплата сверхнормативного багажа, что оплачивается, там по каким тарифам, да. Так, какие-то льготы здесь возможные. 3%, вот смотрите, скидочка дается, да, у нас. Потом мы дальше переворачиваем. Можно, значит, информирование идет то, что авиабилеты можно просто купить через смартфон. Ну и также вот из Оленька и в Якутск и обратно бесплатно. Вот тут какая-то акция проходила, да, весной. Вот такие самолетики летают у нас, значит. И здесь информация, что и как. Дальше. Открыта продажа субсидируемых авиабилетов на 11 направлениях. Вот такие цены. Это перелет внутри республики, между Якутском и вот населенными пунктами. Смотрите, цены, вот видно, да? Какие датируемые билеты. То есть, вот, смотрите, здесь даже видно вот горы, да, это вот когда пролетают, вот так видно горы. Так, противоэпидемическое мероприятие, какие проводятся у нас. Значит, вот видим здесь человек, значит, дезинфектор, да, так сказать. Он с этим препаратом, дезинфектором ходит и все, естественно, дезинфицирует. Дезинфекция воздушных судов проводится обязательно. Дальше переворачиваем. Так, ну, 1 мая праздник, 22 мая вот день Саялыка проходит. Вот мы видим, значит, здесь обряд определенный. И также 9 мая День Победы. Да, тоже исторический праздник. 27 мая День библиотек был. А вот 21-го был Исаак. Но он прошел удаленно, поэтому его так просто не проводились. Людям не дали возможности, значит, где-то массово проводить его. Ну, из-за соответствующих известных опасностей. Так, вот это вот Р-39 Аэрокобра на фоне Авачинской сопки. Вот во время войны по ленд-лизу с Америки вот такие самолеты перегонялись в СССР через Якутск. Был путь. Он назывался Алсиб, Арктическая трасса Победы. Вот, мы видим фотографии здесь тех летчиков, которые перегоняли эти самолеты. В частности, вот фотографии того времени. И вот мы видим их сколько здесь. 1, 2, 3, 4, 5, 6 самолетов летит через горы.
Также здесь вот статистика дается. Статистика. Так, сейчас немножко камеру поправлю вот так, чтобы видно было. И мы сейчас посмотрим, вот сколько было перегнано самолетов за время войны по трассе Алсип. Довольно много. Дальше. Так, вот летчики того времени на фотографии. Поле. На этом поле, значит, соответственно, какой-то приказ зачитывают. Так, реклама пошла. Ну и здесь бесстрашная летчица, статья про эту женщину, летчика, заболевшая небом. То есть Вера Захарова, рожденная 1920 года в Алекминском районе. Вот она летала на самолете, управляла самолетом. Вот фотография ее того времени. Довольно редкое явление, особенно для Якутии, чтобы летчиком была женщина. Хотя и такое встречается. Но вот это вот у нас санитарный самолет мы видим, да? Там больной. И здесь медбрат, да, у нас кого-то переводит. Вот того времени фотографии ее. Так, а это Якутский аэроклуб. Первый выпуск. Вот, смотрите, того времени фотографии. Дальше. Художники войны. Дмитрий Ильин. Годы жизни. И вот это вот он получается, из кости вырезал вот такую шикарную. Представляете, да? В 1946 году. Вот, статуэтка, да, это. Да, вот это все. А тут бюст Сталина. Смотрите, да? Сталин. 1951 год. Тоже сделано из кости. Также вот такие вот резьба по кости тоже. Смотрите, как в 1947 году так могли делать. Вырезать мастера. Якутка у коновязи, 1947 год. Вот эти СРГ, ага, и она, соответственно, с конем вот, в народном таком зимнем обличье, одежде, да, она вот стоит. Якутский конь тоже такой, видно, что у него вот такие мощные, допустим, ну, на севере-то надо как бы жирок иметь, да, поэтому они, лошадки такие приземистые, они такие полненькие. Но еще у них обильная шерсть, конечно, растет. Так, а это что такое? Тумусов Илья Иванович, Медведь Рыболов, 1962 год. Так, переворачиваем. Анастасия Дегтярева, но это уже интервью с современными девушками здесь идет у нас. Модели. Все модели. Так, и блюда из субтропиков. Блюда. Наверное, все знают. Такие блюда. А здесь мы видим фотография якутских мест. Вот такая радуга, очень красивая. Вот приезжайте в Якутию и увидите вот такие красоты, еще не тронутые, чистые грибы, ягода, рыба, охота, рыбалка, все тут у нас. Выбираем лодку. Здесь статья про лодку. Как ее выбрать правильно. Резиновая лодка.
Соответственно, там, наверное, двигатель какой-то надо. Еще мотор, вернее, да? Покупать тоже классный. Ну и вот статья про культурное наследие. Что и как монетизировать. Вот это чароны, ну, из которых кумыс пьют, естественно. Вот девушки видим в национальных нарядах. Это же кукла, да? Куклу она одела. Тоже. Так, дальше смотрим. Такие вот одежды. Вот кукла, смотрите, вверху какая. Тоже одели ее. То есть здесь национальная одежда и национальная вот эти вот праздник, наездник по неволе. Статья тоже интересная. Но это лось сахатый, да? Вот кто-то прошел здесь, смотрите, видите, следы есть. Ну, читать тут много-много всего интересного про... Вот охотник, смотрите, охотника следил Сахатова, видать. Ну, надо лицензию, соответственно, на охоту. Все это разрешение иметь. Просто так вы не можете, конечно, охотиться, рыбачить. Для этого надо все иметь охот-билет там соответствующий. Истории жизни, тут рассказы какие-то приводятся, да. Для детей, вот, смотрите, на якутском языке какая-то сказка. Про зайца. Ну, а также для деток. Детки тоже летают самолетами. Вот кроссвордики тут разные, головоломки, загадки приводятся. Ну, естественно же, гороскоп. Как же без него? Так, и информация в конце идет журнала «Правила поведения пассажиров». Вот, что разрешается, что не разрешается. 5 причин купить билет на сайте. Вот таком сайте полярных авиалиний. То есть вы можете все это купить дистанционно, ноутбуке, компьютере, на смартфоне. Ну и вот здесь вот в конце фотографии парк воздушных судов авиакомпании полярной авиалинии. Вот какие самолетики летают. Вертолеты здесь, самолеты, малая авиация, соответственно. Так, вот и здесь данные приводятся. Да, я показываю вам данные. Какой тип воздушного судна, количество мест, скорость и дальность полета. Вот тут и российские, и иностранные самолеты летают. Вот Ан-24, Ан-26, Ми-8. Соответственно, вертолеты. Турболет какой-то Л-410. Ага, это, по-моему, чешский, что ли. Ан-2, Ан-3. Пилатус. Даймонд. Вот они, самолеты. Парк воздушных авиасудов, на которых авиакомпания полярные авиалинии перевозит пассажиров. Так, дальше журнал. У нас вот этот вот июль-август 2020 года. Здесь мы видим уже август месяц. У нас время собирать ягоду, да, грибы. Ну вот здесь мы видим в лукошке ягода, брусника, соответственно. Переворачиваем. Опять видим приветствие генерального директора авиакомпании Семена Винокурова. Ага, значит, здесь он описывает основные моменты, с которыми столкнулась авиакомпания. Так, и оглавление. Что мы увидим в этом журнале, как обычно все. Так. Предъяви старые билеты, получи скидку, информирование идет. Так, это нормы бесплатного провоза багажа, ручной клади и багажа. Габариты, вес приводятся. Ну, соответственно, разные самолеты, разные объемы. Разные летательные аппараты, вернее. Там и вертолеты есть в том числе.
Ну, по каким, опять же, сверхнормативный багаж. Так, ладно, это мы все пропускаем. Так, вот, пишется, что в Алёмкинске открыта новая авиакасса здесь. Вот, город Алёкинск, такой на въезде. Знак стоит. Угу. Вилюйский, Верхневилюйск по сниженным авиатарифам можно летать этой авиакомпании. Здесь вот цены приводятся. Какие до Верхневилюйска и Вилюйска. Видно, да? А также где можно эти билеты приобрести. Так, дальше смотрим. Так, по ковиду, да, у нас, значит, соответственно, вот информирование идет. Также информация, сколько рейсов сделано для перевозки больных людей. Так, 2 июля день реки Лены, оказывается, да, я даже не знал. Посмотришь журнал, полистаешь, почитаешь и будешь знать довольно много. Так, информируем. 9 августа Международный день коренных народов мира. Ну, как мы знаем, в Якутии проживают тоже коренные народы. Освоение Восточной Арктики. Вот. Мы видим на этих картинах, да, этапы освоения. То есть мы видим здесь русских казаков. А вот так вот раньше воины выглядели. Тоже история. На оленях вот они куда-то, целый караван. Пейзажи, виды Якутии. Смотрите, вот это казак так выглядел. Лошадь у него, конь. И вот он так был одет. Смотрите. Воины тоже. Щит, меч там, то все как положено. Так, ну а это большая статья про Валерия Кузьмина. Даже бюст стоит, памятник в аэропорту, соответственно. И вот здесь про него статья. Валерий Кузьмин, первый летчик-якут. Угу. Который летал. Он был и, насколько я знаю, начальником авиаотряда был. Плакаты войны. Больше рыбы фронту. Вот во времена Великой Отечественной войны Якутия тоже помогала активно фронту. Много было призвано отсюда население на войну. А также вот рыбу поставляли. Даже плакаты, соответственно, такие. Так. Такая эпоха была. Карикатуры. Так. Надо готовиться к освоению новых типов воздушных судов. Статья. Мы видим фотографию авиаотряда, да, соответственно. Ну и здесь статья такая обширная статья. Все надо читать. Старые какие-то фотографии еще вот здесь вот. Вот. Еще Ленин, во времена СССР все это было. Большой авиаполк был в Якутии, соответственно. Во многих местах были аэродромы, аэропорты там и так далее. Поэтому большой очень авиаотряд был. Так.
большие расстояния в Якутии, поэтому без самолета никуда. Так, ну, что? Кухня Японии, да. Ну, суши-роллы. Пропускаем, наверное, это. Хотя эта тема, конечно, модная, но не совсем, что про Якутию. Вот какие красивые цветочки растут летом. Пчеловодство в Якутии. Вот статья про пасечника, да? Все как положено. Якутский мед, лечебный. Вот даже сделаны моими пчелами. Разлито мной. Вот, смотрите. Фирменный чай. Вот это настоящий, уже без подделок, соответственно. Так вот он выглядит. Ой, мед, извините. Так вот, процесс работы, пасека, медосбор идет таким вот образом. Награды мы видим. Так, ну здесь статья какая-то общая про развитие речи. Так, и здесь реклама уже у нас идет, да? Реклама, жемчужина Якутии. Ну, сплав по рекам, да, я вижу здесь. Смотрите, тут какая радуга красивая, да, у нас. Да, сплавляться по рекам можно, путешествовать. Очень все увлекательно. Якутия вообще привлекательна для рыболовов, охотников очень сильно. Так, грибы, блюда из грибов. Вот что можно делать с них. Грибов летом много бывает, тоже у нас собираем. Так, ну это реклама, соответственно. Мебельный какой-то салон. Столер, дело ответственное. Статья про мастера, который вот это вот все сам делает. Да, конечно, надо много знаний в этом деле. Так, а вот такой вот горный баран, он водится, смотрите, да? То есть на него даже охотятся, и вот здесь вот статья большая, развернутая, как на него охотились. Горы. Так, опять реклама у нас. Ну и здесь, так, сказка, да, какая-то, или рассказ это, опять на якутском языке. Угу. Здесь на русском языке тоже рассказ. То есть мы в полете, пока там летишь 2, 3, 4 часа, можно все это почитать, все познакомиться, чтобы скучно не было. Опять в конце правила поведения пассажиров. Как можно билет приобрести. Так, опять парк воздушных авиасудов. И вот карта полетов. То есть вот авиакомпания Полярная авиалиния, она осуществляет много полетов, множество. Вот видите, да? Со столицы Республики Саха, города Якутска, в населенные пункты. Вот смотрите, да? Куда? В Чекурдак, Черский, Среднеколым, Зырянск, Устнеру, Хану, Белая гора, Депутатский, Чекурдак, Усть-Куйга, Батагай-Лыта, Батагай, Хандыга, Сангар, Вилюй, Нюрба, Верхневилюйск, Сунтар, Мирный, Ленск, Алекнинск, Алдан, Усть-Мая. Вот какая большая у нас республика. И вот без самолетов, конечно, никуда. Никуда невозможно. Ну и здесь правила перевозки багажа. Также мы видим, что можно, что нельзя. Поэтому прежде чем что-то с собой брать, вы должны внимательно свой багаж проверять, чтобы не было неприятностей во время таможенного досмотра. Полярной авиалинии ноябрь-декабрь. Вот, совершенно свежий.
журнал. Опять видим в начале приветствие генерального директора Семена Винокурова. Оглавление. Также рекламу увидим. Грузовые авиаперевозки делает авиакомпания. Вот. Цены. И адрес, куда обращаться. Электронная почта приводится. Да, здесь тоже перечень касс, где оплатить можно. Электронные билеты. Сейчас мы знаем, что билеты продаются уже давно электронным способом, через интернет, чтобы меньше было проблем бегать куда-то. Так, а вот даже смотрите, обзорные рейсы над Якутском и окрестностями осуществляют. То есть можно даже над Якутском полетать и посмотреть с высоты. То есть вот здесь длительность и цена. Самолет Diamond DA-40. Вот цены такие, читайте. Поэтому кто приедет, если кто-то приедет в Якутск, он может, соответственно, позвонив вот здесь по телефонам, да, обратившись в представительство или вот в кассы даже, да, в кассах. Телефон также приводится здесь. С аэропорта Маган. Мы знаем, что в Якутске есть Якутский авиапорт, да, и также рядом в 10 километрах аэропорт Маган, 16 километров, да, где-то, 14 километров от Якутска вот переводится, 14, ну, относительно там недолго ехать до туда. Поэтому и раньше, когда был туман зимой, самолеты даже садились в этом авиапорту Магана, но сейчас они в любую погоду садятся в Якутске. Так, дальше. Переобучение на Л-410. Вот, смотрите, происходит. Даже полярная авиалиния обеспечит авиамониторинг популяции белых медведей. Смотрите, как интересно. Так, 4 ноября День народного единства прошел. 100 лет культурно-просветительского общества Сахаумук. Так, здесь основные даты. 7 декабря Международный день гражданской авиации. Кстати, вот смотрите. Праздник 7 декабря. 25-го день Аланхо. 3 декабря неизвестный солдат. Памятная дата. Так, дальше. Про художника Андрея Чикачева. Вот он такие картины рисует. Классные картины, конечно, у него на народную тематику. Вот он их рисует. У его проходят, естественно, персональные выставки. Так, вот, смотрите, какой пейзаж. Стихи. Между двух великих рек. История Усть-Алданского улуса. Смотрите. Тут исторические вещи в этой статье мы видим. Да, все это, кому интересно, конечно, читать, очень много познавательного. Терра инкогнита на Земле. Тайна второго перелета через Северный полюс. Вот здесь статья про
известных летчиков Громов, которые перелетели еще в довоенное время, там какой год, в 1937 году они перелетели вот на таком самолете через Северный полюс. Вот карта, как они пролетели. Смотрите, они из Москвы через Северный Ледовитый океан, через Северный полюс, через Канаду прилетели в Америку, в город Портленд. Вот и тогда это было все впервые, как бы такие перелеты. Но относительно, в принципе, вот даже смотрите, они здесь их приветствуют. Вот самолет, да? Относительно все это недавно как бы проходило, да? То есть 1937 год. В общем-то, люди даже живы, которые это время помнят. Статья про певицу Анастасию Готовцеву. Здесь кому интересно, может почитать. Развернутая статья. Тут, видать, ее детки. Вот они сидят, кушают, чаек пьют. Помыс. Сельское хозяйство для Якутии. Так, вот такие коровки. Ну да, соответственно, мясо, молоко, сметана, масло. Все это необходимо для полноценного питания местных жителей. Сельские будни. Вот статья про фермера вот этого. Как он? Ну, это, конечно, очень так заниматься сельским хозяйством. Надо много сил, времени. Человек-амфибия из якутского села. Смотрите, какой богатырь. Он поднял бревно такое здоровенное один. Видали? Вот статья про него здесь. Это, видать, с женой он, да? За каждый пройденный километр под водой он выпивал по 3 литра воды. Интересно, что за человек такой? Человек-амфибия, который ходил под водой. Да. Так. Географ. Интервью с Томасом Макайтис. С ним интервью здесь развернутое берется. О, даже на нескольких разворотах, да? Опять реклама. Хангаласцы. Первопроходцы в туризме Якутии. Экологический туризм, ответственное путешествие в природные зоны. Вот. Экотуризм развито также у нас очень сильно экотуризм. Вот в таких деревянных домах живут. Все чистое, водичка, все, экология не загрязненная. Так, вот это режиссер, который в Якутии снимает кинофильмы. Известные кинофильмы, имеются награды. Якутское кино, оно тоже очень сильно как популярное в Якутии. Ну и про него знают не только у нас, но и во всем мире. Так, ну, колбаски какие-то. Опять кулинарная статья. Давайте мы это все дело пропустим. Новые технологии. Когда оптика будет доступна по всей Якутии, то есть вот новые технологии обеспечат высокую скорость интернета во всех населенных пунктах. Ну, не во всех, конечно, во всех это невозможно сделать, но в большинстве населенных пунктов республики. Так, ну вот такая техника ходит, специальный рыся, такой вот, что это вездеход, да? Вот статья. Вот с такими колесами только можно проехать по бездорожью, иначе на обычной машине застрянешь и все. Опять реклама пошла.
Так. Кстати, тут какой-то рассказ про охотника и лося, да? Дым. Рассказы можно почитать для детишек. Гороскоп. Правила подведения пассажиров опять. Ну и вот карта полетов авиакомпании «Полярная авиалиния» на территории Якутии. Очень большие расстояния. Перелеты, допустим, до Черского, там 4 часа даже где-то останавливается на Ан-24. Поэтому очень большие расстояния и цены соответственно. Правила перевозки багажа, нормы провоза, доплаты, сверхнормативный багаж, ну и что нельзя провозить опять. Все правильно, да? Так, ну все, да, вот с этой стороны расписание у нас с календариком. Да, это расписание с календариком, оно на каждом журнале приводится. Но вот такие вот журналы бортовые вы можете прочитать, если полетите куда-нибудь авиакомпании «Полярной авиалинии». Все, всем пока. Надеюсь, было интересно.